Традиционно камазовцев в Кремле чествовали только после Дакара. И впервые президент принял у себя героев после ралли-рейда «Шелковый путь». Повод для этого есть. Весь пьедестал заняла команда «Синей Армады». Да и тем более все это сделано было на обновленной технике. Представители команды КамАЗ-мастеры сами точно не помнят, сколько раз они были приглашены в Казанский Кремль. Победы на различных ралли исчисляются десятками титулов, но выигрывать с каждым годом становится все сложнее. Трудно найти и новые звания, которых бы не было у легендарных пилотов. Каждая ваша победа – это вот серьезная копилка, авторитет. И город Набережный, конечно, обязательно автор, но прежде всего это национальное, это как национальное зло, это авторитет нашей страны. Президенту подарили воина-победителя из Китая. Маршрут длиной в 10 тысяч километров в этом году соединил трассы России, Казахстана и Китая. Дебютные этапы были на грани срыва из-за обильных дождей, но организаторы потрудились на славу. Спецучасток, который прошел по республике, та дождливая погода, которая вводила в опасение, будет он проведен или не проведен, но тем не менее все главы администрации отнеслись к этому очень хорошо. Примечательно, что на первой строчке ралли «Шелковый путь» оказался экипаж Дмитрия Сотникова. Именно в его автомобиль был внедрен новый 13-литровый цилиндровый двигатель. Полностью новый грузовик под этот двигатель, изменилась немножко компоновка. Внешне, может быть, он похож, конечно, но машина серьезно поменялась и изменилась система и наддува, и охлаждение воздуха, и охлаждение систем. Все очень много поменялось. Сейчас у команды новый этап подготовки. Этой осенью камазовцы стартуют на ралли Дакар, где соперники снова всеми силами постараются сместить татарстанцев с привычного для них победного подиума. Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.